Подождите, друзья, Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, сегодня такой эфир спонтанный скорее, потому что представился час примерно свободного времени, заскочил в радиостудию. Перекусить печеньками Газдепа. Печенька Газдепа. Видите, какая слабенькая печенька. Но я там чувствую, у вас в Бурятии вообще мрак. Какой-то. И, откровенно говоря, даже вот в это во все влезать неохота. Слушать, что там, как там, какие движения, телодвижения там совершаются. В общем, у меня такое ощущение, что ну не то чтобы люди оболваненные, просто вот они живут вот в этом состоянии души, как бы, да. И в принципе, ну не хотят ничего менять, а зачем? То есть это какие-то лишние напряжения. То есть неспроста же большевики, они первым делом решили не психологию там развивать, а институт мозга. Да? А этот институт мозга, ну, они быстренько там доказали определенные вещи. То есть они знали, изучали, естественно, психологию, психотерапию. Там все вот эти вот новомодные западные вот эти все движухи. Ну, естественно, то есть те отчеты, которые поступали в ЦК, или которые читали, как вот массами управлять. Это же ведь наработки-то ученых как раз в первую очередь. И на Западе здесь тоже есть вот методы определенной манипуляции толпой, массами. Они есть, но другое дело, что их редко когда использует само государство. Ну, например, как поиск врагов внутренних. Или еще какую-нибудь чушь такую. Потому что разок они применили это, Гитлер появился, все эти прочие мрази по всей Европе, которые диктаторами были, они использовали, ну, системный подход, так скажем, оболванивание через прессу. То есть, почему, собственно, нужна независимая пресса всегда, которая она всегда будет освещать противоположное мнение. А врачки вот сейчас вот этих дураков всех садят там на 15 лет, на 10 лет. Читал сегодня, что где-то 75 полудурков, которые сбежали в Соединенные Штаты Америки, от мобилизации сбежали. Я всех вас предупреждал. Вот кто меня не смотрел, мрази, буритошки, я же вас всех предупреждал. Вы должны, когда пересекаете границу США и Мексику, говорить, что вы бурятский националист. Вы за независимость Бурятии. Вы за Бурятию от Енисея до Амура. Вы за Бурятию для бурят. Понимаете? Вот это вы должны были говорить. Что-то сейчас, подождите-ка. Что там? Nie, spoko. Ja tutaj po prostu эфир. И ситуация вот в чем. В том, что вы же этого не делаете, не делали. А теперь расплачиваетесь за вашу там мобилизацию и так далее. И даже волонтер ФСБ Витя Муриханов, не смог доказать связь Вити Муриханова
волонтерской связи Вити Муриханова с ФСБ не смог доказать. Хотя они там какие-то бумажки там, ну там судьи тоже не дураки, видят же, что, ну бумажка, ну такая там, как это, была такая реклама, сидят в сауне там какие-то, хвастаются, кто, у кого чего, какие там эти гаджеты, там японец из кольца что-то достал, начал туда говорить, и потом сидит то ли норвежец, то ли что, ну и пердеть начинает, короче. И так задницей двигать, короче, все на него смотрят так с удивлением. А он говорит, мне факс пришел. И кто постарше, кому там, кто 80-х годов рождения, тут должен помнить эту рекламу. Ну, прикольная реклама была, сейчас таких не снимают. Не политкорректная во многом. И многие даже не помнят, что такое факс, короче. Но фишка в чем? В том, что вот такие бумажки из задницы, они не работают. Она просто смотрит, ну что там, 3 строчки, там даже печать, наверное, такая, не настоящая, так скажем, да. И составлена так, ну, в лучшем случае искусственным интеллектом написанная. Но она говорит, ну а покажи, как ты волонтерил-то. А он там в маске вот так сидит. Витя Муриханов. Ну и по расе он не проходит. Потому что у него жена-то литовка. Ну, так скажем, как это, подмарфушником он оказался, короче. И, конечно, наши бурятские патриотические женщины, они очень так скептически настроены. Ну, может, жене и ребенку дадут какое-нибудь убежище. Но если там их откусают, конечно. Но видите, ситуация такая, вы как только в лапы этим товарищам попадаете, в списки, в листы, у вас вот это ICI, она может просто похитить с улицы, посадить в детеншн, и завтра, послезавтра вы улетите в Египет, короче. Понимаете, ребята? И в этом отношении, конечно, очень печальная ситуация складывается. Жалко мне этих буритосов несчастных. Ну, а почему? Потому что буритосы не слушали Зуртана Халтарова, не подписывались на мой канал. Считали, что их там за 1-2 митинга там при администрации Байдена, ну там сделают политическими невероятными заключенными, что они там донатили ФБК, там еще кому-то. А слили, вы понимаете, на протяжении всего этого времени этот Навальный, это был же один из проектов Кремля, одной из башен. И, естественно, там была непосредственно прямая агентура ФСБ, и они слили все данные тех, кто донатил на протяжении всех этих 10 лет. Они собирать начали с года 11-го. Я сам лично со своей зарплатной карты донатил им года 2, наверное. Ну, по 300 рублей в месяц. И они так еще настойчиво потом, когда карточка закончилась, короче, ну, донаты перестали подать. И они так настойчиво там пишут. У вас, мы заметили, что платежи не приходят, короче. Друзья мои, там, типа, поменяйте данные карты, там, еще что-то в этом роде. Ну, короче, настойчиво так требовали. И я такой думаю, ну, хватит, ну, что там. Ребята вроде как там работали, типа, вот этого полудурка, этого Дундукова, там, еще вот эти нацисты, прочие, там, вот это деканша этого юридического факультета, которая палки в колеса ставила этой, как его, Низовкиной со Цуцурой, короче. Ну, вот такие вот персонажи, понимаете, в околотке вот этих на вольнях там крутились, в Бурятии. А это сразу по таким регионам, типа Бурятии, сразу видно, короче, кто там в этих навальнятах. А там кто может быть в Бурятии навальнят? Это нацисты, русские нацисты. И агентура соответствующая, вот эти ФСБшники там. Я помню этот. Дондуков подтвердит, если не зассыт. Был какой-то чат, короче. Ну, я там что-то так скептически это об этих навальнятах. Это что, мол, короче, сами-то зовут на митинги, а сами не выходят, короче. Я говорю, а что такое, почему? И, значит, и какие-то эти, мне начинают предъявлять, типа, я к ним ходил туда в офис, что-то там с фотоаппаратом ходил, там их. Я говорю, я думаю, я что, совсем что ли? Мне они нахрен не нужны, короче, особенно в Бурятии, короче. Тут еще ходить к ним в офис, короче, какое-то интервью из них требовать. А потом вспоминаю, что-то у Гунтупова было такое. Так это 2 мрази, которые в Бурятии живут, короче. Один такой маленький, щуплый пидор. И второй такой подлиннее, понахальнее. Ну, рожа ГБшная такая, типичная.
И я говорю, да вы, ну черти вы охуели, вы меня с этим персонажем перепутали, с Гундупычем, что ли? Я говорю, ну, статью к вам ссылаю. Я говорю, вот этот к вам ходил. А нет, это ни разницы не меняет, типа, короче. Я говорю, вы охуели, говорю, давай, ну-ка давай-ка нахуй сейчас, блядь, пересечемся, я подскочу нахуй, сейчас побазарим с тобой. Ну нихуя мне предъяву сначала бросили, как будто я там какой-то провокатор к ним бегаю. Вот это их тактика навальнят, а их так обучают. Короче, ну они, конечно, испугались, что я сейчас приеду. Я там еще пригрозил, что я приеду с Баировым, короче, и их с пристрастием допрошу, как говорится. Они такие подумали, ну сейчас приедет Баиров, 7 часов будет их допрашивать, короче. Перепугались что-то. Ну и этот Дундучонок, короче, меня с этой группы удалил. Вот они любят так добавить сначала, там на что-то развести, там, чтобы аудио-видеофиксация их не была, ну, их правоту, короче, доказывать. Ну и потом, естественно, это как... Ну и что в итоге? Все, кто шестерил, ну, такие шестерки покрупнее, так скажем, типа Дундукова, они, конечно, там получили и грин-карту, и я более чем уверен, что Дундук уже сейчас, наверное, гражданство американское получил. А все, которые более мелкие, там, ну, вот такие тоже, которые хлыщи таким, выбежали там. Есть у меня одна с поддельным кейсом знакомая. Она, типа, поддерживала Навального, ее там даже штрафанули, какие-то бумажки, ну, с печатями прям, судов там и так далее. Я такой говорю, ну ты молодец, говорю, а зачем, ну меня-то спрашиваешь, как кейс сделать? Ну ты же, говорю, не политическое, говорю, все составила. И думаете, американцы про эти фишки не знают, тонкости, нюансы, что это все поддельное. Даже с такими кейсами сейчас стоит опасаться, потому что, ну, прецедентное право. Один раз такого персонажа отправили из США на основании того, что, ну да, вы сядете в тюрьму, но вас же не убьют в тюрьме. Вы же этого боитесь. И он, дурачок-то, видимо, говорил, ой, меня в тюрьме убьют, там, туда-сюда. А он говорит, ну, вот статистика такая, что, ну, на бутылку редко садят, там, насилуют в попку, ну, тоже редко, короче. Вот, и большей части это, значит, ну, как-то по обоюдному согласию или каким-то еще другим образом. Все это в статейках написано, которые путинские правозащитнички умело систематически переводят на английский язык и где-то там выкладывают, чтобы американский судейка тоже читал. И в этом отношении, конечно, вот этот путинский режим, он хитер. И вам доказать сейчас в Соединенных Штатах, что вы реально члены экстремистской организации, будет очень сложно. Но фонд Бурят-Гюрюн, а вместе с ним и партия Бурятского возрождения Бурят-Гюрюн, скорее всего, является экстремистской организацией. Фонд Бурят-Гюрюн точно внесен в список экстремистских и террористических организаций, дорогие друзья. Благодаря деятельности Зуртана Халтарова на ниве независимости Бурятии. Вы, конечно, можете там во всякие там псевдо эти фиктивные организации войти, там бабские эти. Можете, проблем нет. Ну, посмотрите, состряпает ли вам кейс там. Или, а вот тут у бурятских националистов один только путь. В бурятские националисты. Больше никак. К нам вступаешь в партию, обратно пути нет. Только вперед ногами. Если не будете работать на благо Бурятии от Енисея до Амура, окажется, что все это так. Ваша откровенность, так скажем, на ниве бурятского национализма, она фиктивная. Мы вас... Как мне одна говорит, я говорю, а как же вот украинские националисты? И одна мне женщина говорит, последнего, говорит, украинского националиста убили в 59 году. Я, ну, сразу сообразил, о ком речь. А сейчас, говорит, те, которые там в вышиванках ходят и флагами махают, это, говорит, псевдопатриоты. Я, конечно, верю, что есть, так скажем, буряты, которые националистически настроены, но надо работать систематически над этим. Потому что всех, кого не встречал, все ксенофобы. Начинают там метисы плохие, эти плохие, там 5-10, я говорю, основа-то
Метисы из-за чего появляются? Из-за того, что каторжан нам подкидывают, короче. И нет национальной идеи. Нет контроля над бабами, в первую очередь. Бабы там тоже верещат. Вот у меня там 2-3 дурочки есть. Сейчас загасились. Боятся, видимо, комментировать. Ну, сейчас, наверное, после этого эфира очнутся, короче. Подмарфушников, типа, много. Я говорю, а так не работает. Бурят, он подмарфушником может быть, короче. Там этих полубоирок плодить он может, короче. А вот ты не можешь. Ты хранительница очага. Понимаете, о чем речь? Ой, Никитка какой-то вылез. Русскомирный здесь тоже. Никита, напиши, откуда ты. Адрес напиши, приедем в гости. Напиши, где ты сидишь. Если здесь, в Варшаве, я на тебя обыву натравлю, короче. Я все-таки, мы с ребятами здесь разговариваем, говорим, как много здесь русскомирной вот этой мрази сидит. Причем они вообще не стесняются. Там шпарят посты на польском, там всякие разжигания относительно украинцев, там белорусов и других делают. Я говорю, а почему ими не занимаются местные спецслужбы и все прочее? А потому что первое это свобода слова, да? А во-вторых, никто не мусорится, поляков нету, которые бы вот это доносы писали на вот этих мразей путинских. И мы сейчас хотим, сделать такую организацию мигрантскую, короче, которая будет на вот эту путинскую пропаганду мусориться, короче. Заявление будем писать. Вот так вот. Сейчас, вот, дорогие друзья, сейчас... Добре, добре, добре. Я сходжу. Так, сейчас. Короче, там молодежь меня согнала с насиженного места, ё-моё. Так, сейчас мы тут немножко переоборудуем компьютер. Компуктор, звук включил. А чё Никитка-то убежал, короче? Сейчас я на него бы ТЦК натравил, короче. Пущай бы это, как его. А тут он тоже гасится. Хотя сейчас... Ну, я не знаю, на самом деле, почему... Блять. Почему украинские власти там группировку до 10 миллионов не доводят, короче. Всех мужиков призвать, старых, косых, кривых, короче. И на ручню вот как надавить как следует. Не надо там долго. Пару месяцев. Всеобщую мобилизацию в ВСУ надо объявить, короче. И ресурсы на это в Европе найдутся. Ну и до Москвы вонюшек докатить, потому что... вон, посмотрите. ЛГБТ-карандаш. Видите, не? Что-то не фокусируется. ЛГБТ-карандаш, короче, прикинь.
О, проба карандашика. Надо, как в свое время хорваты операцию провели. Пятикратное преимущество над этими сербами вонючими создали, короче. Ну, этими нациками, там, которые имперцами. И в течение, вот буквально, я не знаю, сконцентрировали и по всему фронту удар нанесли, короче. И весь вот этот фронт рассыпался. То есть, если сейчас Зеленский объявит всеобщую мобилизацию, мобилизирует 10-15 миллионов, там, вилы, грабли, там, всю эту шляпу даст, короче, там, палки какие-нибудь. Ну, все, что стреляет, короче. И нападет, так скажем, по всей линии фронта, в том числе в Курской области, короче, все. Путинский режим сдуется просто из-за того, что логистические пути слишком длинные и мобилизировать быстро не смогут адекватное количество. А в Украине это ТЦК я поддерживаю, бусификацию, так и должно быть. Принудительный призыв, так должно быть, короче. Надо чем больше бусифицировать. Всех полудурков, психов, короче, наркоманов, зон то же самое. Там наркоманов этих полно, мошенники эти все, полно молодежи, короче, которые там в офисах во всяких работают, короче. Всех бусифицировать, загнать на фронт, уничтожить Путина, короче. Ну и будет мир в Украине. А то иначе вот сейчас принудит Украину к этому, к миру с помощью там Трампа, всех прочих этих персонажей, короче. Якобы за мир, который выступает. Так, что еще там? Что-то я еще хотел поговорить. О чем-то я еще хотел поговорить, но не помню. О чем-то я хотел поговорить. О чем-то я хотел поговорить и забыл. Ладно. Так. Что-то меня беспокоит, короче. Где-то это вот недавно тоже у нас там проскакивало в этих всяких наших делах. Но сейчас столько работы, просто голова забита, короче. Не могу вспомнить, как вот у меня детки с деменцией покусали и все забыл, вылетело из башки. Так. Сколько у нас еще времени есть? 15:01. Сейчас, подождите, вспомню. Че? Czemu ty kładziesz na mój komputer ten? Че? Не, он ж пустой. Вот он поддерживает телефон. Это как... Хорошо, ну вообще можно по-другому. Ладно, дорогие друзья, короче, прощаемся с вами сегодня. Что-то я не могу вспомнить, о чем я хотел с вами поговорить. Ладно. Да, в общем, дорогие друзья, вступайте в нашу партию. Описание есть под видео.
Заполняйте анкету, с вами потом свяжутся люди для проверки вашей личности, потом для записи баята, присяги к нашей партии, нашей великой идее Бурятии от Енисея до Амура. Ну и, в общем, все очень просто. Надо на видео будет записать 3 лозунга. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так, а не иначе. Даете присягу, записываете видео, высылаете нам. Все как в лучших экстремистско-террористических сообществах этого мира. Становитесь частью большой бурятской семьи. Безусловно, в общем, определенное будет задание каждый раз выдаваться, короче, например, насрать на русский флаг, например, там, значит, какие-нибудь действия против посольства предпринять, сбор информации. Но те, кто в Рашке находится, не советую этого делать 100%. То же самое не советую, если вы не готовы понести какие-то, страдать за бурятский народ, не готовы на русских зонах, то лучше ничего не делайте. Сидите тихо там, спокойно, создавайте внутренние ячейки внутри семьи. Ведите пропаганду среди своих родственников, ватников, вот этих люмпенов, комбедовцев. Вы поймите, все нужно своими именами называть. Вот если у вас родня, ну такая вот она, люмпена-комбедовская такая, зарусская, там, ментовская, всю жизнь там русским служили и так далее, им сложно переключиться. Потому что вот эта работа, в которой они работали, она отражается на их психике, на их сознании. И поэтому надо ввести внутреннюю пропаганду, доводы искать, почему мы бедные. А почему там дедушка или прадедушка пошел в менты? Да потому что он был нищий. А почему он был нищий? Ну, не потому что там в семье алкоголиков родился, а потому что русские отняли землю. В столыпинские времена понаехала вот эта масса каторжан, крестьян, вот этих всякого быдла, отребья этого, беспахотных, безземельных, которые сидели на блестящей черноземной земле и умудрялись голодать там. Понимаете? Это орудие колониализма было. И вот с тех пор нищета началась у бурят, страдания начались. И мы боремся за независимость, чтобы эти страдания прекратить. Точно так же, как борются украинцы. Они не хотят кормить Москву. Не хотят и ресурсами, ни людьми своими кормить Москву. Поэтому они победят. И если там даже, ну, кто-то там фантазирует, короче, я там на одном мероприятии был. Ну, а вот если, типа, Украина проиграет. Я говорю, ну, я вот представляю, как от Дальнего Востока до там Москвы вот будут взрываться обвязанные взрывчаткой украинские националисты-патриоты. В метро, в других, в каких-нибудь скоплениях. Представляете себе? И Путин это прекрасно себе представляет, короче. Массовые убийства начнутся, там, 2-3 белорусских, украинских националиста где-нибудь на какой-нибудь концерт Гергиева, например, проникнут. Понимаете? Вот такое начнется. Поэтому, естественно, русский мир, он хочет вот этих патриотов уничтожить на линии соприкосновения. Это им очень выгодно, затягивание этого конфликта. Поэтому, когда кто-то фантазирует о том, что Украина проиграет, будто бы, на самом деле Украина выиграет и вырвет свою независимость, даже если будет оккупирована, условно говоря. Но я в это не верю, естественно, потому что это не в интересах Кремля. В интересах Кремля вот это статус-кво, вот эту зону, линию, так скажем, иметь, на которой украинские патриоты медленно там по 50, по 100 в день будут погибать. И поэтому нужно что-то предпринимать, эту позиционную войну надо заканчивать. А Рашка, увы, ресурсность слишком сильно богатая для того, чтобы загнуться в ближайшие там 3-4 года, короче. И в этом отношении, конечно, там уже СБУ, ГУРу Украины и так далее, надо обратить внимание на
национально-освободительное движение. Хорошо нас профинансировать, минимум несколько десятков миллионов евро выделить на нашу деятельность, на регистрацию фондов различных правозащитных там и так далее. То есть это не такие большие суммы денег на самом деле в рамках вот этих миллиардных субсидий, которые приходят в Украину. Так что кто там в Украине, пишите Буданову, пишите главе СБУ, чтобы чтобы они обратили на нас внимание и дали денег. Ну а пока вступайте в нашу партию. Те, кто в США, те, кто не слушал Зуртана Халтарова, сейчас сидит в детеншене. Как говорится, пора вспомнить, что вы буряты, что Бурятия должна быть для бурят, бурятам бурятская власть и Бурятия от Енисея до Амура. Только так и иначе. Сим победим. Всем пока и до новых встреч.